أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Аллах Субхану ва Тааля, обращаясь к нам в Коране, говорит: «Ауду биллахи минаш шайтанир раджим, алейкум анфусакум». То есть, позаботьтесь о себе. То есть, заботьтесь о себе. Готовьтесь к тому дню, когда Аллах представит вас перед собой и начнет расспрашивать, будет задавать вам вопросы. И исходя из того, как вы жили, говорит Аллах Субхану ва Тааля, я буду воспринимать вас и буду или вознаграждать, или буду наказывать, говорит Аллах Субхану ва Тааля. Алейкум анфусакум, ва ла тақнату мин рахматиллах, говорит Аллах Субхану ва Тааля. То есть ни в коем случае не теряйте надежду на милость Аллаха. Аллах всемилостивый. Аллах всемилостивый, Он всеми своими действиями Он старается, чтобы мы получили вознаграждение. Аллах заботится о нас. Из-за этого Он послал нам 124 тысячи пророков за всю человеческую цивилизацию. Он создал Адама из ничего. Аллах Субхану ва Тааля создал Адама из ничего и вдохнул в него жизнь из своего руха. «Ванафахна мин рухина», говорит Аллах Субхану ва Тааля. И дал жизнь, и воспитал его, и показал, как будет в раю после того, как Аллах Субхану ва Тааля удостоит вознаграждением его самого и его зуррия, его потомков. То есть там тоже в Коране мы видим, что когда Аллах Субхану ва Тааля вывел из хребта Адама все души будущих его потомков, говорит Аллах Субхану ва Тааля, и «Вашхадахум», и сказал: засвидетельствуйте, «Алясту бираббикум», не я ли ваш Господь? «Калю баля шахидна». И сказали все души, все будущие потомки Адама, алейхиссаляма, что да, мы свидетельствуем, что ты единственный Всевышний, ты единственный Творец. И мы будем жить по тому повелению, по тем приказам, которые ты нам приказываешь, во Всевышний Аллах, говорят они. И после этого Аллах Субхану ва Тааля определил законы, 10 свитков дал Адаму, для того, чтобы его потомки шли правильным путем. Аллах Субхану ва Тааля, исходя из этих свитков, показал, по каким правилам и законам нужно жить на земле. Из-за этого говорит Аллах Субхану ва Тааля: «Алейкум анфусакум», заботьтесь о себе, «Ля тазиру вазирату визра ухра», не понесет ношу носящий другой. Что случилось через несколько тысяч лет с человеком? После того, как Аллах Субхану ва Тааля не спаслал 10 свитков Адаму, то же самое не спаслал 30 свитков Идрису, 50 свитков Шису, 10 свитков Ибрахиму, всего 100 свитков, то есть это все те книги, 100 книг, можем сказать. После этого не спаслал Тору Муса, алейхиссаляму, Забур Дауду, алейхиссаляму, Инджиль Иса, алейхиссалям, и Коран Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, и определил в этих книгах, в 100 свитках и в 4 книгах Аллах Субхану ва Тааля определял каждый момент жизни человека. Все это воедино собрано в Коране. Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит, постоянно обращается к нам, говорит, что заботьтесь о себе. «Ля тазиру вазирату визра ухра», не понесет ношу носящий другой. Зачем вы заботитесь о других и забываете себя? Помните, что предстанете перед Аллахом, говорит Аллах Субхану ва Тааля. «Иннама ятадаккару улул альбаб», оговаривается он потом. То есть Всевышний еще говорит, что все мои приказы, повеления слушают и исполняют только те, у которых есть разум, разумные, среди тех, которые уверовали. Что же случилось с нами? Вместо того, чтобы заниматься собой, исправлять свои ошибки и грехи,
мы начинаем видеть ошибки и недостатки других, и начинаем их как бы исправлять таким образом, без присутствия этого человека. То есть получается айбат, сплетни. То есть мы о нем сплетничаем и думаем тем, что возмущаемся, как же человек может сотворить такие недостатки, как же может он совершить такие ошибки, возмущаемся позади этого человека, про которого говорим, сплетничаем. Хотя прекрасно знаем, Аллах Субхану ва Тааля говорит: алейкум анфусакум. Заботьтесь о себе. Ла тазиру вазиратун визра ухра. Не понесет грех одного человека другой человек. За грехи другого человека мы не будем отвечать. Ва куллюхум яумал киямати. И каждый из вас в день суда ятуна фардан. Ва ату яумал киямати фардан. То есть каждый из вас придет поодиночке и будет говорить, умолять Аллах, Субхану ва Тааля: о Аллах, только не меня, не надо мне родителей, не надо мне друзей, не надо мне каких-то там тех, которых моих опекунов, или тех предводителей, которые меня вели, только меня спаси от зла, от этого зловещего огня гиены ада. Аллах Субхану ва Тааля об этом говорит. Или же мы хотим исправить весь мир. Мы берем те лозунги и выкрикиваем те слова, те формулировки, которые используют те, которые против нас, те, которые ненавидят нас, те, которые хотят разрушить нас, те, которые хотят разрушить человеческое достоинство. Среди мусульман у нас появились такие люди, которые говорят, что весь мир насилие мы разрушим до основания. А затем мы новый мир построим. Какой-то, кто был ничем, тот станет всем. Это непозволительно для мусульманина. Что же должен быть, как же должен жить мусульманин? Он не должен жить по этим лозунгам. Он не должен исправлять кого-то. لا يغير الله بقومكم حتى تغيروا بأنفسكم. То есть, пока вы сами себя не исправите, каждый отдельный сам себя не исправит, Аллах Субхану ва Тааля не исправит ваше общество. Видим, что алейкум анфусакум ла тазру вазиратун визра ухра. То есть, заботьтесь о себе и не понесет ношу носящий другой. То есть, каждый будет отвечать сам за себя. И Аллах Субхану ва Тааля говорит, что пока вы не исправите каждый отдельно сам себя, Аллах Субхану ва Тааля не исправит ваше общество. Мы читаем ежедневно эти аяты и говорим: «Куль ху Аллаху ахад», что скажи: Аллах, Он един, Аллах самад, Он ни в чем не нуждается. Он не нуждается в ваших таких каких-то политических воззрениях, не нуждается, чтобы вы исправляли что-то вне себя. Аллах Субхану ва Тааля ла янзуруллаху ала анфусикум. То есть Аллах Субхану ва Тааля не смотрит на вашу внешность. Аллах Субхану ва Тааля янзуру ма фи кулубикум. Аллах Субхану ва Тааля смотрит на ваши души, как вы исправили себя внутри. Вы остались ли людьми? Иннака гала фи хулукин газим. О, мой любимец! О, Мухаммад, саллаллаху, говорит Аллах Субхану ва Тааля, ты обладатель величайшей морали и нравственности. Мы все говорим, что мы следуем сунне пророка. Но ни в коем случае не стараемся выполнить те нормы морали и нравственности, которые были у пророка Мухаммада, саллаллаху. И клевещем еще на него. Многие мусульмане клевещут. Говорят, что он был вот такой, что он был злой, что он мог там расправиться с любым человеком. Да нет же. Или же наоборот, что некоторые люди выражают злобное отношение по отношению к своим собратьям, к мусульманам, и лебезят перед теми, которые их ненавидят, которые ненавидят религию, которые ненавидят человеческие ценности, морали и устои, которые определены Кораном и Сунной пророка. И лебезят перед ними, выискивая ихние какие благие взгляды, какие-то подачки от них. Но по отношению к мусульманам они становятся героями, потому что знают, что ответа не получат. Мусульманин никогда, даже если он понесет убыток и ущерб,
Он никогда на своего собрата, на другого мусульманина не поднимет ни руку и не оскорбит его языком и даже взглядом. Некоторые, зная это, хотят исправить что-то вне себя, но только не себя. Алейкум анфусакум. Заботьтесь о себе. Ни в коем случае не сплетничайте. Знаете, что сплетня, гайбат, это сообразно тому, что ты, отрезав кусок от мертвого тела своего родственника, съедаешь кусок этой плоти, говорит Аллах Субхану ва Тааля в Коране. Если ты начинаешь исправлять вне себя, то знай, Аллах Субхану ва Тааля предупреждает: «Ла югайруллаху бикаумикум». Не исправит ваше общество, пока вы, каждый из вас, не исправит сам себя. Что Мухаммад, саллаллаху алейхи салям, он вышел с каким-то лозунгом уничтожить все? Нет. Он пришел к старейшинам Мекки, он пришел к старейшинам Медины и просто сказал: поверьте во Всевышнего, он един, у него нету никакого сотоварища, у него нету равного ему. И все. Признайте, что я посланник. Следуйте тем повелениям Аллаха, которые Он повелевает нам, и удерживайтесь от тех, которые Он нам запретил. И все. И больше ничего не надо для счастья. Для счастья в этом мире. А все то остальное, то, что мы сегодня видим, то, что люди группируются в какие-то группы, для того, чтобы завладеть чьим-то имуществом, или для того, чтобы достичь каких-то политических положений в обществе, или каких-то материальных благ, все это не религиозные действия, это все мирские действия ради дунья. Это все, как бы не хотели оправдывать, это только ради мирского своего существования. Мы же знаем, Аллах Субхану ва Тааля предупреждает нас. Это дунья, жизнь в этом мире временно. Ну сколько мы проживем? 80. Большое число. 90, 100. Больше 100 проживают единицы. Дальше этого мало кто выживает. Больше 100 лет. И что? Через 100 лет, проживи 120 лет, все равно закончится эта мирская жизнь. И ты предстанешь перед Аллахом. И придется за все отвечать. Ва иля Аллахи марджиукум. То есть вы предстанете перед Аллахом. И за все вы будете отвечать. Так что позаботьтесь о себе. Мут кабля ан тамут. То есть представь себя, что ты умер и предстаешь перед Аллахом до того, пока ты еще не умер. Это лозунг ислама. Представь себе, как будто ты сейчас уже стоишь перед Аллахом и начинаешь отвечать за все свои недостатки и упущения. И есть время еще в этом мире, чтобы это все исправить. Есть время, еще мы не опоздаем, мы можем попросить прощения у Аллаха и начать исправлять свои моральные, нравственные устои. Надо побыстрее успеть, потому что жизнь, она быстротечна, она очень быстро уходит из наших рук. И придет время, когда мы дойдем до своего последнего выдоха и просим Аллаха, чтобы при последнем выдохе, при последнем исходе из этого мира, чтобы мы смогли произнести слова веры «Ашхаду алла иляха илляллах, ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулюху» и ушли с верой из этого мира. И живя в этом мире, мы просим Аллаха, чтобы умма Мухаммада была единой общиной, единой семьей, и чтобы они друг к другу относились так, как заповедал нам об этом пророк Мухаммад, саллаллаху, как он нам завещал. И по отношению ко всем творениям, чтобы мы были добрыми и чтобы оставались такими, каким был наш пророк Мухаммад, саллаллаху. Алейкум анфусакум. Заботьтесь о себе, говорит Аллах Субхану ва Тааля. Раббана атина фид дунья хасаната ва фил ахирати хасаната ва кина азабан нар. Аллаху акбар.